Вас приветствует информационная служба телеканала «Грозный», в студии Милана Манаева. Здравствуйте. Прогулка маленьких путешественников завершилась. Все нижние и верхние конечности были в царапинах. Заблудившиеся мальчики найдены в Джалкинском лесу. Сельская жизнь в Ачхой-Мартане скоро будет на уровне городской. Детский сад, школа, спорткомплекс, мечеть. И это не полный список плана по застройке. Уже через месяц главная проблема харачоевцев решится. 2 бульдозера и тяжелый грейдер работает. В высокогорном селении восстанавливают дорогу, смытую паводками. Сегодня глава республики в рамках визита в Москву встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Валентина Ивановна подробно интересовалась, как в Чечне решаются проблемы социально-экономического развития, какая помощь необходима от Совета Федерации и от нее лично. На своей странице в Инстаграм Рамзан Кадыров назвал эту встречу полезной и, по словам главы региона, приятно то, что спикер Совета Федерации всегда находит добрые слова, понимает наши заботы и хлопоты, а также всегда готова оказать поддержку, за что мы ей благодарны. И сегодня же в Москве состоялась важная встреча Рамзана Кадырова с вице-премьером, полпредом президента России в СКФО Александром Хлопониным. Обсудили ход развития экономики и социальной сферы Чеченской Республики. Глава региона написал на своей странице в Инстаграм, что Хлопонин хорошо знает наши проблемы и, как всегда, готов поддержать. Напомню, что глава республики находится в Москве с рабочим визитом. Помимо проведения важных для региона встреч, он принимает участие в семинаре совещаний для глав субъектов. Сегодня, по словам Рамзана Кадырова, был важный день. Очень полезную лекцию читал руководитель администрации президента России Сергей Иванов. От Сергея Борисовича участники узнали много нового и интересного. И главная новость этого дня. История с пропажей 2 мальчиков 3 и 4 лет завершилась благополучно. На поиски Адама и Ислама поднялась практически вся республика. Объявления на радио, телевидении и обращения в соцсетях. Новость об исчезновении детей не оставила равнодушных. Всю прошедшую ночь правоохранители и волонтеры прочесывали Джалкинский лес. И только к 11 утра маленькие путешественники были найдены. Кадры с места событий в репортаже у Изандиевой. Вчера, 14 июня, в 10:45 утра в дежурную часть Курчелоевского ОВД поступила информация о пропаже 2 детей из селения Цоценюрт. Двоюродные братья Булушевы, Адам и Ислам играли неподалеку от дома. По словам родителей, буквально за полчаса они ушли так далеко, что пришлось звонить в полицию. Мы рассчитывали, что дети ушли, играли, значит, так и так, вот обычная ситуация, и начали поиски. В 11:00 был собран весь личный состав отдела полиции. К поискам подключилась оперативная группа правоохранителей из Тульской области. Бойцы прочесали все близлежащие лесные массивы. На произошедшее откликнулась вся республика. Фотографии малышей появились в соцсетях безрезультатно. Наше подразделение выделило 150 сотрудников, оперативная группа 50 сотрудников. У нас оперативная группа Тверского УМВД. МЧС 32 человека. И в пределах 300-400 человек было в первый день населения. Люди не знали. Но одновременно с оперативной работой шла и официально работа с населением. Вот. Информация, заслуживающая какой-либо интерес или представляющую, мы не получили. Следственный комитет принял решение привлечь кинологов, однако собаке не удалось взять след. К поискам подключились и волонтеры. Сообщение поступило уже в Гудермесский межрайонный следственный отдел, и выехала следственная группа совместно с сотрудниками полиции, следователями СОК, следственно-оперативной группы, и местными жителями начались поиски этих детей в лесном массиве. В тот день вечером поиски не удались, поиск продолжался до поздней ночи, потом ночью прервались. Как и всегда, в таких случаях информация поступала противоречивая. Кто-то видел, как их якобы увозили, кто-то слышал детские крики. Отработали все варианты, однако ближе к ночи сотрудники поняли, необходимо расширить радиус поиска. Вскоре первые результаты. Обнаружены маленькие следы у водоема. Вот они, герои дня. В Джалкинском лесу малыши провели целые сутки без воды, пищи и тепла. Заблудившиеся, обессиленные, они не могли вымолвить и слова, только попросили есть.
Вот их доставили полчаса тому назад, это около 12 часов. Они были голодные, жаловались, грязные, можно сказать, и все нижние и верхние конечности были в царапинах. Видимо, они ходили по зарослям, и кровоподтеки были. Они все после этого обработаны, санитарную обработку прошли. Потом покормили их как сегодня. И температура у них субфебрильная, небольшая температура, и сонливость была. Вот они, живые и невредимые, в детском отделении Курчелоевской больницы. Предварительный осмотр показал, что жизни детей уже ничего не угрожает. За ситуацией лично следил глава региона Рамзан Кадыров. Ежечасно ему докладывали о результатах оперативных мероприятий. В течение 24 часов он давал указания о дальнейших действиях. Как только малыши нашлись, Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм поблагодарил всех, кто участвовал в поисках и не остался равнодушным. Родителям посоветовал быть более внимательными. На теле ничего явного нету, да? Да вот на теле можно посмотреть, показать. Они как бы босые были, ноги, это не отечные ноги. Вот в царапинах, видимо, они ходили по зарослям, по сорной траве. Просто ноги. После этой санитарной обработки они. А так они были еще грязнее. Одним словом, герои, да? Герои. Анестезиолог Хадижа уже привыкла к необычным пациентам. Но, пожалуй, так рады детям в этой больнице не были никогда. Здесь Адам и Ислам проведут несколько дней. Их полностью обследуют, и только тогда они смогут вернуться домой, где их ждут игрушки, маленькие сестренки и самое дорогое в их жизни – мамы, которые ни за что их больше не отпустят. Ни на шаг. Луиза Андеева, Дауд Куруев, новости. Что ж, поздравляем счастливых родителей, да и всю республику, которая переживала за малышей не меньше. Ну и продолжаем. Сегодня в вечерние часы некоторые жители столицы остались без света. Это произошло в результате аварии на линиях электросети Нурэнерго. В устранении последствий были задействованы все аварийные бригады. Буквально час назад электроснабжение восстановлено в большинстве кварталов города. Частично обесточенным остается Ленинский район. В Чеченкоммунэнерго обещают восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время. И продолжаем. В эти минуты в спорткомплексе «Олимпийск» проходят бои по муай-тай. Участники борются за Кубок Грозного в 5 весовых категориях – 60, 67, 71, 86 и 95 килограммов. Однако главный бой вечера в тяжелом весе состоится между двумя именитыми спортсменами по тайскому боксу Турпалом Такаевым и чемпионом мира Хишамом Ашалхи. За происходящим следит наш корреспондент Шуди Саидов. Сейчас он находится в Олимпийске и готов выйти на прямую связь со студией и рассказать, как на данный момент разворачиваются события. Шуди, вам слово. Здравствуйте еще раз. Зрители, несмотря на небольшую задержку, все же ждут, ожидают этого боя. Вы не представляете, что творится в зале. Ну а мы решили пробраться в раздевалку нашего земляка Турпала Такаева и попросить у него спросить, что же он думает по поводу этого поединка, чтобы он поделился своими впечатлениями и эмоциями. Ассаламу алейкум. Турпал, скажи, пожалуйста, что для тебя этот бой, какие у тебя ожидания, какие результаты? Ну, конечно, бой из главного, так как он находится на нашей территории. Желание и ответственность большая. Хочется, естественно, победить, как и всегда, и всем спортсменам. Вот. А что ты можешь сказать по поводу противника своего? Я его глубоко уважаю. Мы с ним уже на протяжении 2 лет должны были два раза сойтись на ринге, но по разным причинам, в общем, так и не смогли. Вот, и решили организовать уже бой дома. Вот, мы согласились с организаторами, вот мы здесь встречаемся. Хотим закончить дело, незаконченное дело. Супер, какой будет бой, как ты считаешь? Я ожидаю, конечно, лучшего исхода. Я настроен на победу. В общем, все после боя. Да, это бой. Ну а какой будет бой, вы узнаете прямо сейчас. Оставайтесь на телеканале «Грозный». Милана. Спасибо, Шуди. Напомню, на связи со студией спорткомплекса «Олимпийск» был наш корреспондент Шуди Саидов. Вопрос экологии под контролем Совета экономической и общественной безопасности. С проверкой представители Совбеза выезжают во все районы республики. Выводы участников мониторинга не самые приятные. О ситуации на местах Зенди Сослобеков.
Экологическая безопасность – этот вопрос теперь будет держать на контроле Совет экономической и общественной безопасности. Представители Совбеза в эти дни провели инспекционные выезды в районы. Первые выводы мониторинга: практически во всех селах выявлены несанкционированные мусорные свалки. По поручению секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики Идрис Рамзан Черхига выехали. Это поручение главы Чеченской Республики. Меры надо принимать конкретные и срочные. Представители Совбеза не только выезжают на место свалок, но и обсуждают этот вопрос с главами сельских поселений. Последние обещают в ближайшее время ликвидировать свалки. Кроме этого, теперь у муниципальных властей появились и новые полномочия применять административные меры к нарушителям экологической безопасности. В прошлый раз и убирали, это месяца 2-3 назад. Но в любом случае из-за недопонимания населения его образовать знаю. Значит, в течение 5-6 дней арсвалка дает корелщу. Эту задачу уже мы главе населенного пункта поставили. Итоги инспекции показали: мусорные свалки раскинулись в каждом селе. Кроме бытового и строительного мусора, обнаружены и несанкционированные скотомогильники. Где бюсится бождаях, экологическая среда. Бежен даже ерзу арметкшат. Представители Совбеза просят глав администрации усилить разъяснительную работу с населением. В первую очередь сами люди должны беречь окружающую среду. Согласно законодательству не определено место захоронения мусорной свалки. Эта работа проводится не на должном уровне. Информация о начале мониторинга доведена до всех глав администрации муниципальных районов и сельских поселений. Запланировано новое место под полигон, под утилизацию. Сейчас архитектор занимается переводом, и там у нас будет, как положено. Как отмечают в Совбезе, инспекции по соблюдению экологической безопасности пройдут в каждом районе республики. Зендис Исламбеков, Ваха Кантаев, новости. Через 2 недели должны быть определены границы населенных пунктов. Об этом министр имущественных и земельных отношений заявил на сегодняшнем совещании с представителями районных и сельских администраций. В ходе встречи был поднят вопрос оформления прав на земельные участки. Обо всем по порядку Ахмед Джабраилов. Всего 2 недели остается для определения границ муниципальных образований. Сегодня министр земельных и имущественных отношений встретился с главами населенных пунктов, чтобы разъяснить порядок переоформления документов. Директор совхоза стоит начальник милиции, районная администрация, глава скрючая, альбом, потом мы здесь утверждаем, альбом, что район дало, куда ходит, правительство, и граничка случайно. Создана специальная комиссия по определению границ. Вот такая папка собирается для каждого района. В ней учтен каждый метр. Надо учитывать тот факт, что генеральный план должен соответствовать той схеме застройки, которую сегодня мы определили. Именно определили. Данная схема была определена непосредственно с участием представителей администрации районов. Еще один немаловажный вопрос – оформление земельных участков, выделенных главами сельских администраций до 2010 года. Речь идет о землях, переведенных правительством Чечни из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов. В этой сфере до сих пор остается немало вопросов. Например, на территории Госхоза Алханюртовский построили мини-завод по производству кирпича, хотя закон позволяет использовать сельхозземли исключительно в аграрных целях. Таким образом, в отношении предпринимателей сотрудники земельного департамента МИЗО вынуждены составить акт и направить его в соответствующие органы. Такие случаи у нас встречаются, но в данном случае мы выезжаем по факту, составляем соответствующие акты и стараемся не допускать. И таких историй немало. Несмотря на то, что предупреждение о необходимости оформления документов на участке владельцы получают не первый год, проблемы все те же. Теперь объясняет, в МИЗО дается последний срок, чтобы оставить за собой право на собственность.
Как вы знаете, это значит, в соответствии с земельным кодексом, если в течение 3 лет земельный участок не используется по целевому назначению, он подлежит изъятию. Но, несмотря на это, глава республики Рамзан Ахмадович Кадыров пошел, идя навстречу жителям района, снова еще раз дал шанс им, чтобы оформили право на свои земельные участки, которые им выделены. Чтобы ускорить процесс переоформления и разъяснить все правила участникам земельных отношений, работники специальной комиссии будут выезжать в каждый населенный пункт. Ахмед Джабраилов, Стамир Хаджиев и Джамал Хажалиев. Новости. Сотрудничество между средствами массовой информации Кувейта и Чечни будет расширено. Сегодня в Доме радио состоялась встреча журналистов из арабской страны с чеченскими коллегами. Также за круглым столом собрались заместитель министра территориального развития национальной политики массовых коммуникаций Саид Селим Абдулмуслимов, председатель Союза журналистов Республики Ислам Хатуев и редакторы ведущих газет. Беседа с сотрудниками газеты «Аль-Анба», которая издается с 1976 года, была похожа на дружеское общение. Присутствующие задавали интересующие их вопросы. Они в основном касались распространения тиража и организации газет. Участники встречи не могли не затронуть сирийскую тему. Владелец газеты Юсуф Халид Аль-Марзук сообщил, что в освещении этих событий его издание занимает и нейтральную позицию. Если говорить с точки зрения мусульманина, по словам Юсуфа Халида, он не считает кровопролитие в Сирии священной войной. Арабские журналисты также поделились своими впечатлениями от Чеченской Республики. ونحن نعلم ما يحصل للبلد حينما تخان سونجين دول نوتشي شو دول حاول سوني اشتي خردو تسموتر بقدرك اشي حاول دوتش انا حيست كتير وتشيا فوق تفجيم زمان شو هي ريسبوبليكيه يخ متروتين يش لو حاليا نير داخل تودينيه تخان شو باتشو رمز احمد باش كديرو سي بنرجي بوق بوتنا خيا ترو دقيقه حجم الأعمار والتطوير الذي حصل. И к другим темам. В Ачхой-Мартановском районе продолжается масштабная реконструкция. Основные силы сосредоточены в райцентре. Мечеть, спорткомплекс, детский сад, школа и не только. О грандиозных планах застройки узнавала Элина Халидова. Центр Ачхой-Мартана уже скоро обещает измениться до неузнаваемости. После визита главы республики здесь началась масштабная реконструкция. Первым делом автодорожники приступили к строительству пешеходного моста. Старый был уже непригоден. Впрочем, стройки развернулись по всему центру. По словам префекта района Беслана Хаджаева, на месте старых ветхих построек через месяц-другой появятся современные здания. Новый рынок, спорткомплекс, мечеть и зона отдыха. Центр имел здание, то есть что-то он частный, помимо этого он подшел, он лишь yok sport kompleksi qo'zdeon stadion uchun yuqa yashleon aytsan ta 30-kvartirный дом додеон наган тодеш общежитие хелду ал интернет полностью со всеми удобствами. Несмотря на то, что на улице жара, рабочие трудятся в полную силу. Еще недавно детям, которые живут в этом квартале, приходилось проделывать немалый путь в поисках знаний. Новая школа и детский сад прямо перед домом решат много проблем. Курхалах Рамзан Кадырин Баркл Аласу. Харметкш о куюк ешнаган үйшер садик языр куюк ахкусия школа языр. Har ей дагди анчан, har ей гайрчан. От имен всех родителей с этой стороны, всех детей от имени Сумбаркл Аля. По проекту детский сад будет двухэтажным. Он рассчитан на 120 малышей. Параллельно список построек дополнит спорткомплекс и 30-квартирный дом. Внешняя отделка уже завершена, и строители приступили к внутренним работам. Здесь же недалеко возводится и мечеть. Первая пятничная молитва в этих стенах должна состояться в начале следующего года. Элина Халидова, Мурат Эльбукаев и Тимур Саратов. Новости. В соседнем Урс-Мартановском районе тоже заняты строительством. Для 10 малоимущих семей здесь возведены дома. Комиссия по выявлению остронуждающихся продолжает работать. Помимо всего этого, силами администрации в районе проложено около 12 километров газопровода в селах Гихи, Алханкала, Гойты и в городе Урс-Мартан. Муниципалитет также объявлен зоной, свободной от стихийных рынков и торговых точек. На текущий год перед администрацией района стоит задача усилить работу в сфере образования. Как отметил глава района Хусейн Айдамир, в здравоохранении и в спорте уже есть заметные успехи. Первая задача, которая, когда меня сюда назначали, главой республики, которая была поставлена, это было образование, здравоохранение и спорт. Буквально на днях должны запустить
один корпус кардиологический со стационаром, со всем оборудованием. В этом плане нам глава республики очень сильно помог. Помимо этого, чисто здравоохранение, я имею в виду, вот недавно у нас открылся вообще, можно сказать, в любом регионе Российской Федерации позавидовали бы частная больница. Сегодня в рамках подготовки к Всекавказскому форуму «Машук-2013» прошла ярмарка молодежных проектов. Эксперты Федерального агентства по делам молодежи провели ряд мастер-классов, призванных помочь участникам оформить идею и разработать презентацию. Завтра отберут лучшие проекты, которые и будут представлены на форуме. В прошлом году размер грантового фонда был 100 тысяч рублей. Было 880 грантов, размеры грантов от 50 тысяч, там есть пропорции 50, 100, 200, 300 тысяч. В этом году 500 грантов на общую сумму 100 миллионов рублей, а размеры грантов 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч. Впереди рубрика «Часовой» с новостями в стране и в мире ознакомит Марьям Керимова. В Якутии за прошедшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась с 12 до 15 тысяч гектаров, сообщили в Республиканском департаменте по лесным отношениям. Указом президента Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. На тушение природных пожаров мобилизовано более 1000 человек, задействована наземная техника и около 10 воздушных судов. 1 человек погиб и около 10 пострадали в результате взрыва на предприятии по производству удобрений в американском штате Луизиана, где ранее произошел взрыв на химзаводе. Тогда погибло 20 человека, еще 77 пострадали. Минтранс разработал законопроект, который позволит авиакомпаниям ежегодно принимать 200 иностранных командиров воздушных судов в течение 5 лет. Эти поправки в законодательство лоббировали крупнейшие российские авиакомпании, которые испытывали серьезный дефицит пилотов. Также изучается вопрос увеличения приема в Омское училище, единственное в стране, где обучают пилотов вертолетов. Руководство Министерства образования и науки России рассматривает возможность отправки в отдаленные пункты приема экзаменов принципиально иных заданий ЕГЭ в будущем году. Чтобы пресечь возможные утечки в интернет, по фактам утечек уже направлены заявления в правоохранительные органы. Дети и подростки, проходящие компьютерную томографию, попали в группу риска развития рака. Университет Мельбурна выявил повышение риска через 10 лет после сканирования. В ходе обследования более 600 тысяч пациентов. Риск рака повышается в зависимости от количества КТ. Наибольшей опасности находятся люди, прошедшие сканирование в совсем юном возрасте. По словам специалистов, если в масштабах нации сократить число компьютерной томографии и дозу облучения, можно со временем получить снижение уровня распространения рака. Сотрудникам Роснефти запретили носить крупные бриллианты, накладные ресницы и цепочки. В компании введен строгий дресс-код. В числе требований работник всегда должен быть опрятен, а из эстетических рекомендаций одежда должна соответствовать возрасту и комплекции. В других нефтяных компаниях также есть определенные требования к стилю одежды. Так, например, в «Лукойле» запрещено появляться в джинсах даже журналистам. И продолжаем. Проблемы харачоевцев, связанные с отсутствием качественной дороги, решатся совсем скоро. В Веденском районе ведутся работы по реконструкции смытого пути сообщения. Как обещают автодорожники, дорогу не только восстановят, но и расширят. Последствия весенних паводков до сих пор дают о себе знать. Веденский район. Дорога к селу Харачой размыта полностью. Чтобы добраться до дома, жители пользуются объездными путями. А иногда приходится идти через реку, когда воды меньше. Но все это временно. По указанию главы республики дорогу начали реконструировать. Ее планируется расширить на 30 метров. На время ремонта частично отключены газ и электричество. Возможно, даже в процессе работы, вот это, то, что мы видим, скальные породы, вот эти, придется разрабатывать методом взрывания. Вполне возможно, если они не будут поддаваться разработке бульдозерами, то придется разрабатывать взрывными работами. Ну а все же сейчас, на сегодняшний день, пока предоставляет опасность, да, вот эта вот дорога? Предоставляет опасность в том плане, что ширина проезжей части не соответствует категории этой дороги.
В этом году под ударом стихии оказалось сразу несколько районов Чечни. Паводки нанесли значительный ущерб. Были разрушены мосты и дороги. Но в Минавтодоре заверяют, ситуация под контролем. Проезда шлуше Белошпешпу, так, 35 объектов, 12 мостов, так, и 74 километра дороги. Мостом проезда щело, проезде очень по безопасности дорожного движения мостом мероприятия Шина. Уже сегодня в ремонте дороги в Веденском районе задействовано более 10 единиц тяжелой техники. Работы ведутся в усиленном режиме. Автодорожники обещают справиться с поставленной задачей. Устранение проблем прогнозируется в ближайшее время. После указания президента, то есть нашему министру Тумгаджио, мы на второй же день приступили к исполнению этих работ. Сейчас в данный момент здесь работают тяжелые техники, вот 2 бульдозера тяжелые, и тяжелый грейдер работает, и 3 крас-самосвала, которые возят булыжный камень, то есть возят большие камни, валуны их называют, для укрепления русла. Дорога, соединяющая Чеченскую республику с Дагестаном, находится, вы сами видите, в аварийном состоянии. И все это после дождевых паводков. В ближайшее время рабочие обещают исправить проблему, и дорога будет в идеальном состоянии. Ну а наша съемочная группа решила тоже посодействовать и помочь ребятам. И посмотреть, как же это все-таки ремонтировать дороги. Шудин Саидов, Амир Тагаев. Новости. В Курчелое в Центре социальной помощи семье и детям прошло торжественное мероприятие по выпуску 4-й группы юных воспитанников Центра, изучающих основы ислама и священный Коран. К детям приехали гости и не с пустыми руками. Курчелоевский центр социальной помощи семье и детям входит в 11 реабилитационных центров Министерства труда Республики. Министр вместе с главой Курчелоевского района и духовенством поздравляет воспитанников центра с завершением 5-месячного курса изучения ислама и чтения Корана. 4-й выпуск собрал 49 юных муталимов от 10 до 14 лет. Ребята также показали исполнение религиозных песен назма на чеченском языке. За 2 последних года курсы здесь прошли 156 человек. Обучение вели богословы из Курчелоевского исламского института имени Ахмад Хаджи Кадырова. Все выпускники читали на сцене суры из Корана. Министр труда вручил выпускникам Центра социальной помощи денежное вознаграждение. Почетные гости раздали всем детям подарки, спортивную форму, обувь и одежду для девочек. После этого осмотрели помещение центра, где дети живут, учатся и проводят досуг. Оценили детские рисунки, лично пообщались с воспитанниками, осмотрели изделия декоративного искусства и швейного дела. Адлан Дудаев, Аха Кантаев. Новости. Жатва началась с Шелковского района. Госхоз Кавказа одним из первых приступил к сбору озимых культур. По сравнению с прошлым годом объем собранного урожая увеличился в разы. Элина Дадаева сравнила цифры 2 последних лет. Для тружеников Госхоза Кавказа рабочий день начинается в 6 утра. Сбор работников, подготовка техники и на поля. Аграрии Шелковского района одними из первых приступили к уборке урожая. Сегодня на очереди рожь. Для координации работы создан даже оперштаб. Первые данные говорят, урожай этого года достаточно высок по сравнению с 2012-м. Гектары урожайность 20 центнеров. İş dağda tamamla kınlak çayış. Akşam magar ta daviç boğ bu.
пожарная безопасность, зерно дадахар, садахар, вайтокедах, цигадегвайн гурду. В прошлом году аграрии госхоза понесли убытки. Засуха уничтожила значительную часть урожая. На этот раз погодные условия выдались более благополучными для зерновых культур. Аграриев поддерживает и глава муниципалитета. Контрольный срок определительный. Но идеально, и срок удолжится дальше. Около тем, чтобы высвободить технику, это высвобождение технику бросить другим на помощь. После того, как урожай загружают, его привозят на склад. Но прежде зерна сушат под солнцем, очищают от сорняков, проверяют на влажность специальным прибором, допустимый предел 12%. После всех этих процедур зерно перевозят в хранилище. Ханипат Мансуева трудится в госхозе 56 лет. Огромный опыт позволяет трудиться, не имея образования. Помогает молодым специалистам, подсказывает, как правильно ухаживать и хранить зерновые культуры. Так могу да это еще вот отсюда чехардек идут хотел складывать молодилось буга садин هم сахилит и да чухос хардит кушер да могла хардик хилла. В течение 20 дней аграрии планируют завершить уборку, после чего дело за реализацией. По словам аграриев, из таких сортов получается полезный и сытный ржаной хлеб. Он появится на прилавках магазинов уже в конце лета. Элина Дадаева, Халид Мавсаев и Ваха Кантаев. Новости. И сейчас вернемся к главному спортивному событию дня. Несколько минут назад стало известно, что чеченский тай-боец Турпал Такаев одержал победу в поединке с голландским спортсменом Хишамом Ашалхи в турнире на Кубок Грозного, который прошел в спорткомплексе «Олимпийск». Ну что ж, поздравляем победителя и всю республику с таким успехом. И продолжаем. Сегодня в Красноярском дворце имени Ярыгина прошел второй соревновательный день чемпионата России по вольной борьбе. Никто из представленных 8 спортсменов из нашей республики пока не боролся. Единственный заявленный сегодня спортсмен Муслим Дадаев весит до 84 килограмм, к сожалению, не смог выйти на ковер из-за ранее полученной травмы. Остальные представители республики будут соревноваться уже завтра. Поэтому основное внимание наших болельщиков было приковано к чеченцу Бекхану Гойгериеву, выступающему за республику Дагестан. Он стал чемпионом в весовой категории до 60 килограмм, поборов в своей полуфинальной схватке осетинского спортсмена Бесика Кудохова, действующего чемпиона России, дважды призера Олимпийских игр. Поздно прошел турнир по теннису среди юниоров. Соревнования прошли на корте стадиона имени Белимханова. В них приняли участие юноши и девушки, занимающиеся этим видом спорта под эгидой Республиканской Федерации тенниса. Большой теннис в регионе только зародился, тем не менее ребята показывают хорошие результаты. И, по словам тренеров, у чеченских спортсменов есть большие перспективы. Межсезонный турнир по боксу прошел сегодня в 49-й школе Грозного. Участники – дети от 8 до 16 лет. Такого рода соревнования проводятся для популяризации спорта и развития подрастающей молодежи. Для победителей организаторы турнира приготовили грамоты, медали и кубки. На состязания, как пример для подражания, были приглашены и спортсмены, добившиеся хороших результатов в своей спортивной карьере. Самый наилегчайший вес 34 они начали, да, с младших юношей. Если в таком темпе будет боксировать, в принципе, они перспективные боксеры. Да, мол, республика, СКФО, Россию, и там уже Европа, мир. С этого все и начинается, с таких турниров. Вот, молодежь тренируется, боксирует, посмотрим. Будем надеяться, что они, да, выиграют. И последнее. Напомню, сердце Чечни продолжает борьбу за звание самого узнаваемого объекта страны. На сегодняшний день число голосов, отданных за мечеть имени Ахмада Хаджи Кадырова, составляет 795 тысяч. Не забывайте голосовать за сердце Чечни на сайтах 10Russia.ru и 10 Россия. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь грозными.